Со времен распада СССР Россия тщетно пытается возродить Советский Союз. Грезит мечтами, ностальгически вспоминая о былом величии, самодержавии и о том времени, когда атеистический коммунизм считался венцом развития, стабильности и мощи. Ну а старший брат, именуемый русским, кормил, просвещал и защищал бесчетное количество диких и обездоленных младших братьев, утверждая, что у них никогда не было собственной истории и государств, и что именно он принес им цивилизацию и свободу. Однако сегодня это чувство гордости сменилось на маниакальное победобесие, сопровождаемое путинской машиной пропаганды. Кремль на всех федеральных и фекальных каналах активно пропагандирует русский мир, объявив себя собирателем русских земель. Кремль сочиняет истории о непримиримом враге в лице Соединенных Штатов Америки, который спит и видит, как бы уничтожить великую Россию, последнюю надежду человечества в борьбе с фашизмом и загнивающим Западом. Ведь кругом одни враги, а некогда братские, но неблагодарные и весьма непостоянные республики, спонсируемые американскими спецслужбами, становятся предателями и пособниками этого самого фашизма. Вся эта система запудривания и без того воспаленных мозгов россиян хорошо поставлена, отработана и вкупе с дезинформацией, подлогом и фальсификацией исторических данных достигла наивысшей степени великорусского шовинизма. В связи с этим наша творческая команда решила взять на себя роль эдакого добряка Робин Гуда, который выведет на чистую воду российских лже- и псевдоисториков, плешивых пропагандистов и шовинистов путем выявления очевидных проколов и несостыковок в их фэнтезийных сказках. Приятного просмотра. Путинская Россия после оккупации Крыма в 2014 году начала новый виток переписи и искажения истории на свой лад в отношении Украины. Россия обливает свой некогда братский народ грязью, называя фашистами и бендеровцами, утверждая, что у Украины никогда не существовало, не было у них ни своего государства, ни языка, и все их территории исконно русские, тем самым заявляя свои притязания на их земли и культуру. Но единичный ли это случай? Увы, нет. Данная схема отработана и доведена до совершенства еще со времен царской России, когда по указке императора история многих подконтрольных им народов писалась исключительно в пользу России, а предполагаемый недруг выставлялся диким и несуразным. Одним из таких примеров является современный Казахстан. История этого народа очень богата и многогранна, культура весьма самобытна и уходит корнями глубоко в историю. Однако российские пропагандисты, лжеисторики и националисты утверждают, что у казахов, как и у украинцев, никогда не было своего государства. Им его создал дедушка Ленин, а все земли подарил. Поэтому давайте разберемся и остановимся на некоторых пунктах поподробнее. Казахстана как государства вообще никогда не существовало исторически. Покажите мне Казахстан на карте Российской империи, где он был. Не было такого государства, Казахстан никогда. Большевики создали искусственно и Украину, и Казахстан, и все остальные. Заложили ту бомбу, которую мы сегодня расхлебываем. Русские, украинцы, белорусы, вот если с этого начать, то это даже не братские народы, это просто единый русский народ, это живой организм. Что же касается самих названий украинцы, белорусы, русские, ну, это названия сходные, как мы бы сказали, тулики, орловцы, москвичи. Это скорее констатация места жительства. Я еще раз повторю, что это единый русский народ. Что касается территорий, то да, и Северный Казахстан, и Украина, и Белоруссия – это исконно русские территории, осваиваемые русскими, так сказать, казаками, русскими переселенцами. Это действительно исторически так.
И вообще, если уж касаемо казахов, ну, если внимательно почитать, то такой нации-то не было. Это Владимир Ильич придумал. Впрочем, как и азербайджанцы. Это персы, тюрки. Это нации, придуманные Владимиром Ильичем. У казахов даже письменности не было, в общем-то, при советской власти. История казахского народа берет свое начало еще со времен саков, чей племенной союз обитал на всей территории современного Казахстана. Кочевой и полукочевой образ жизни, их звериный стиль, одежда, бытовой уклад и военное ремесло внесли огромный вклад в развитие культуры уже будущего казахского народа. А золотой человек, найденный в Исыкском кургане близ Алма-Аты, является символом Республики Казахстан. Возможно, по этой причине в русских летописях казахов часто зовут кайсаками или киргиз-кайсаками. Но вернемся к истории. Как часто это бывает, господствующие народы теряют свою власть, и таким образом саки, позже теснимые тюркскими племенами, ассимилировались с ними и вошли в состав тюркского каганата, где наряду с другими тюркоязычными племенами уже были ставшие родными ойсуни, кангюи, дулаты, которые по сей день, будучи казахами, комфортно проживают в этой республике. Позже, в начале XI века, после падения тюркского и кимакского каганатов, на территории Казахстана образовалось новое, могущественное ханство – Кипчакское государство, сыгравшее основополагающую роль в формировании этногенеза казахов, а также других тюркских народностей. Сегодня кипчаки являются одним из самых многочисленных родов в Казахстане. Но в те времена их государство Дэшты-Кипчак, которое в европейских источниках упоминается как Комания или страна куманов, в русских же летописях Половецкая степь или Половецкое поле, позже станет известным во всем мире. Это государство занимало обширные территории от Алтая и Иртыша на востоке, до Волги и Южного Урала на западе, от озера Балхаш на юге до лесостепной полосы юго-западной Сибири на севере. Кипчакское ханство наращивало свое влияние на материке, что впоследствии привело к развитию и распространению кипчакского языка на всем его пространстве, который позже стал официальным государственным языком в Великой Золотой Орде, а ныне является родным языком для таких этносов, как казахи, башкиры, татары, киргизы, ногайцы, кархалпаки и другие. Таким образом, мы провели экскурс в историю государств, существовавших на территории современного Казахстана, несомненно, оказавших огромное влияние на эту народность. Но теперь перейдем к фактам. После отделения от Золотой Орды, Белая Орда, или как ее часто именуют Улус-Орда-Ежена, в 1361 году становится независимым государством. Но после смерти Баракхана в 1428 году Белая Орда распадается на ханство Абулхаира и Ногайскую Орду. В свою очередь, казахское ханство уже как отдельное государство и сформировавшийся этнос берет свое начало в 1465 году, созданное Женибеком и Керей-султанами из знатного рода чингизидов путем отделения от ханства Абулхаира. Один из величайших ханов казахского государства, Хақназар, сын Касым-хана, правил страной более 40 лет. С именем Хақназара связывают период возрождения ханства после междоусобиц. В годы его правления наблюдался подъем во внутренней и внешней политике государства. После смерти его отца Касым-хана ногайцы восстанавливают статус-кво, захватив территорию до реки Тургай. На тот момент казахское ханство сосредотачивается на территории Семиречья, Жетысу и Южного Казахстана. Центральная территория Сарыарка в тот период номинально входила в состав казахского ханства. Однако Сибирское ханство захватывает северные районы Сарыарки до Нуры.
Ойраты, в свою очередь, захватили восточные части Сарарки. Но новоиспеченного хана такой расклад не устраивал. Хакназар стремительно начал объединять казахские земли. Он вернул в состав казахского ханства северные районы Сарарки, а начав поход против Ногайской Орды, он отвоевал у них город Сарайшик и окружающие его казахские территории. В борьбе с хивинцами им был завоеван полуостров Мангышлак. Успешно отражая походы ойратов, Хакназар-хан начинает поход против Могулистана с целью окончательного включения Семиречья в состав казахского ханства. Поход тот совершился успешно и был завершен полным разгромом Могулистана. Хакназар усилился не только на южных своих территориях, также и на северных рубежах. Русский историк Рычков так описывает эти события. Сей Хакназар, учинившись ханом, в великое усиление пришел и владел не только одними теми ногайцами и Башкирию, но сверх того Казанское, Сибирское и Астраханское царство, Бухарию, Хиву, Ташкент и другие многие города под власть свою покорил и дань с них собирал. В 1535 году русский посланец Данила Губин докладывал в Ставку: «А казахи, государь, сказывают добро сильны, а сказывают, государь, Ташкент воевали, и ташкентские царевичи, сказывают, с ними дважды бились, и казахи их побивали». Военный поход Хакназара против сибирского хана Кучума вынудил последнего искать союзников у русских правителей и среди среднеазиатских ханов. При правлении Хакназара города Туркестан, Сыганак, Сауран, Сайрам и Тарас вошли в состав казахского ханства. Хакназар-хан подчинил своей власти не только всю казахскую степь, но и вел масштабные войны с соседними государствами. За короткий срок он разбил войска Могулистана, нанес сокрушительные удары ойратам в 1554 году. Часть киргизов признала Хакназара своим ханом. Также ему удалось нанести ряд поражений правителям Мавринахара. Отряды Хакназара держали под постоянной угрозой Ташкент, взимая дань со всех проходящих караванов. Также в те времена о казахах часто пишут в Москву ногайские мурзы, что показывает возросшую политическую активность казахов во главе с Хакназаром. В русских архивных документах содержатся сведения, позволяющие нам говорить о существовании дипломатических взаимоотношений казахских правителей с Крымским ханством. Летом 1523 года крымский правитель Саадат-Гирей писал московскому великому князю Василию III Ивановичу: «И как Салтан Сулейман-Шах, таков у меня брат есть, также и Астраканской Усеин царь, то мне брат же, а и в Казани Саиб-Гирей царь, и то мне брат родной, и с иную сторону казахский царь, то мне брат же». Русский посол в Ногайской Орде Семен Мальцев поход казахских войск под руководством Хакназара в 1569 году на ногайцев и Астрахань рассматривал как кампанию, согласованную казахами с крымским ханом. В своей грамоте в Москву он писал: «Казацкие орды Акназар царя, Шигая царевича и Челыма царевича, а с ним 20 царевичей по думе крымского царя, безвестно на нас в Ногай пришел, и бой был». Чтобы внести в казахо-крымские отношения разлад, ногайский мирза Дин Ахмед писал крымскому хану, что Хакназар намерен после захвата Ногайской Орды напасть и на Крым. «Да хочет, да и на Крым приходите». К примеру, в 1557 году ногайский мурза Исмаил жаловался царю Ивану Грозному: «Да племянники ж мои от нас отстали ныне за яйком и приложились к казахскому царю. Со мной завоевалишься, да надо мною времени ищут». В то же время Хакназар-хан вел борьбу с сибирским ханом Шибанидом Кучумом, в которой сторонам сопутствовала переменная удача.
В беседе с послом московского царя Иваном Поздеевым Кучум очень неуверенно высказывался о своей власти, что говорит о том, что Хакназар был для него серьезным противником, что говорится в ниже следующем письме. «Ныне деи дань сбираю господарю вашему царю и великому князю послов пошлю. А нынче деи мне война с казахским царем, и одолеет деи меня царь казацкий, и сядет на Сибири. Иной тот господарю дань учнет не давати». В 1573 году по настоятельной просьбе братьев Строгановых Иваном Грозным в казахское ханство было направлено русское посольство во главе с Третьяком Чебуковым. Царь всея Руси поставил перед посланцами задачу не только установить контакт с казахским ханством, но и заключить военный союз против сибирского хана Кучума, который также заставлял Московию платить им дань. Однако посол не доехал до Хакназара, так как по дороге был схвачен в плен отрядами сибирского ханства. Тем не менее, в 1574 году Иван Грозный, признав Хакназара великим ханом, даровал купцам Строгановым грамоту на право беспошлинной торговли с казахами. За установлением торговых связей последовали и политические сближения между Москвой и казахским ханством. Это лишь малая часть упоминаний о казахском ханстве в данном выпуске, ибо информации очень много, и уместить их в одном видеоролике не представляется возможным. Взаимоотношения других казахских ханов и султанов с соседними государствами, их деятельность, реформы, правление и военные походы мы постараемся осветить в следующих выпусках. Что ж, давайте подведем итоги. На основании всего вышеизложенного можно смело констатировать тот факт, что у Казахстана не только было свое собственное государство, но более того, оно устанавливало дипломатические и торговые отношения, совершало успешные завоевательные походы и покорило многие близлежащие государства. Имело свою столицу, город Туркестан, свой законодательный аппарат, канцелярию, религиозное духовенство, систему налогообложения, мобильную и хорошо обученную армию, что в совокупности позволило облагать данью соседние и сопредельные государства, заключать с ними союзы и расширять территории своих государственных владений до сегодняшних пределов. Казахстан – это не осколок Советского Союза. Казахстан – это наследник древнего тюркского фактора, который был, есть и будет в этих местах, для которого эта степь, эти горы, эти озера, эти реки – это, собственно, родина, земля. Это колыбель тюрок во многом.